Первое совещание и первые поручения. Накануне премьер-министр Садыр Джапаров провел встречу с руководителями отделов аппарата правительства. На повестке дня были вопросы о сохранении стабильности, реализации мер по восстановлению экономической активности и поддержке бизнеса. По словам Джапарова, страна находится на пороге больших политических и экономических реформ. Важно сохранить стабильность для дальнейшего развития страны. Все государственные органы должны работать в штатном режиме. Задачи, стоящие перед нами, в том числе по оптимизации системы государственного управления и сокращению бюрократических препонов, реализации мер по восстановлению экономической активности и поддержке бизнеса должны быть решены в сжатые сроки. Напомним, что Садыр Джапаров, представляя депутатам Джоркенеша свою программу, отметил 10 приоритетных направлений, по которым он и его команда будут работать. Особое внимание будет уделено привлечению к ответственности всех чиновников, замеченных в коррупционных действиях, пересмотр соглашений по разработке месторождений Джеру и Кумтор и других в целях пополнения бюджета. По мнению экономистов, программа Садыра Джапарова, конечно, многообещающая, но в первую очередь премьер-министр должен обеспечить безопасность бизнесу и дать гарантии стабильности инвесторам. Чтобы бизнес вернулся в свое русло, гарантировать бизнесу безопасность. Это самое главное, чтобы они начали работать. И третье, сегодня статистика по коронавирусу тоже сегодня есть основания, чтобы беспокоиться. Премьер должен быть просто пожарником. То есть сейчас рано думать о каких-то изменениях, реформах. Кроме этого, специалисты отмечают, что не стоит забывать и о том, что в прошлом году у нас был недобор бюджета на 30 миллиардов сомов. Сколько и на какие цели денег не хватит, неизвестно. После последних событий кризис только усугубился. Перед правительством стоит еще одна задача – провести честные парламентские выборы. А для этого необходимо внести изменения в Конституцию, уверяют политологи. Вы знаете, он должен начать с конституционной реформы, потому что он хочет изменить Конституцию, одномандатные выборы. Понимаете, это очень сложный вопрос, поэтому это вопрос для дискуссий. Конечно, я думаю, его революционные предложения, они, может быть, нравятся массам, но я думаю, это очень сложно. Я думаю, это вопрос дискуссий в экспертном сообществе. Эксперты уверены, что за короткий срок техническому правительству вряд ли будет предоставлена возможность реализовать программу. Во-первых, мало времени, а во-вторых, и так нехватка финансов. Однако, несмотря на это, по словам нового руководителя аппарата правительства, их команда сделает все возможное для выхода из экономического кризиса, приведя в первую очередь страну в правовое поле. Почему только сейчас депутаты кричат о том, что не было кворума, что премьер-министра назначили нелегитимно? А что они делали до этого? Почему они не пришли на сессию? Раз уж не пришли, так давайте дадим работать Садыру Джапарову. Пусть покажет себя. Ему сейчас тоже непросто. Сейчас очень сложная ситуация. Из-за одной спички может разгореться огонь. Президент не из-за того, что хочет, заявил о готовности уйти в отставку. Он понял, что милиция не справляется. Он говорит, что готов уйти, лишь бы была стабильность и тишина. Отметим, что в обществе не утихают споры о легитимности премьер-министра Садыра Джапарова. Если некоторая часть гражданского общества говорит, что не было кворума во время заседания парламента, а это значит, решение нардепов было незаконным, то другая часть общества поддерживает Садыра Джапарова и говорят о том, что стране нужна скорейшая стабильность. Айдаматбекова, Гульчара Казымкулов, Нью ТВ.